прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Открытие школы также приурочили к фестивалю «Биноевская весна». Образовательное пространство оформлено в соответствии с современными государственными стандартами. Разрезав в торжественной обстановке красную ленту, гости поздравили учащихся и педагогов со значимым событием. Валентина Гусевская о том, как новые условия улучшат реализацию образовательных программ. Открытие школы в селе Биной приурочили к празднику «Биноевская весна». С 2022 года в учебном заведении делали капитальный ремонт. Вступительное слово на торжественном мероприятии произнес глава района. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев в первую очередь отметил, что благодаря поддержке главы региона с каждым годом качество образования в школах растет. Постоянно открываются новые образовательные учреждения и реконструируются старые. Разрезав красную ленту, министр осмотрел реконструированные кабинеты. Школа была построена в 1957 году. Капитальный ремонт в ней был крайне необходим. Учебное заведение предусмотрено для 350 учеников. В первую очередь обновленная школа будет отрадой для них. Муминат Шарумова в этом году закончила 9 класс и планирует пойти в 10. Школьница мечтает стать филологом. Перед началом капитального ремонта всю отделку здания пришлось убирать до кирпичного основания. Благодаря такому решению удалось сделать новый потолок и двери. Вместо деревянного пола, который нужно было постоянно красить, ламинат. Трубы для отопления полностью поменяли. Учителя также признательны за свои обновленные кабинеты. Большое спасибо республике, главе и всему нашему народу за заботу о школьниках. Помимо обновленного фасада здания, рядом с учебным корпусом построили новые. Одно из них предназначено для актового зала на 250 человек и столовой. На ее кухне установили новое профессиональное оборудование. Также на территории школы построили двухэтажный жилой дом для приезжих учителей. В нем 6 квартир, каждая из которых однокомнатная. Заходим в одну из них. Вот здесь располагается главная комната. Следом вместительная ванная уже совсем необходимым. Ну и сердце квартиры – вместительная кухня. Желающие учителя поселятся в новом жилье к 1 сентября. Валентина Гусевская, Лёма Мандиев, Вести Чеченская Республика. Экологичные, вкусные и полезные. Юг Агрохолдинг обеспечивает потребителей доступными и безопасными для здоровья овощами. Только свежих огурцов в день собирает до 50 тонн. Тепличный комплекс включает в себя современные теплицы площадью 9 гектаров. Продукция пользуется высоким спросом на рынках республики и страны. О технологии выращивания огурцов Валентина Гусевская. На рынке «Беркат» в Грозном наряду с лидерами прилавков текущего сезона помидорами и клубникой почетное место занимают огурцы. Езезак хаяхул, эстафетахул, машахул, массотайпа, хаздаюет хатхун има беркатхул сагар яхчумнах, ишбат сарит хадахум мадацар, хазсунде шварта вардунахан хаиет сумаю, саможаловаться до мерзю боштхойгарда уец. Свежие натуральные овощи поступают на прилавки напрямую от местных производителей. До 50 тонн огурцов в день собирают в тепличном комбинате номер 2 Юг Агрохолдинга. Производственная площадь комплекса более 8 гектаров. Чтобы урожай был круглый год, рассаду выращивают конвейером. На предприятии 4 блока. В каждом растении разной фазы развития. Предпочтение отдается семенам сорта голландского гибрида Бьорн.
После 2 недель роста в рассадном отделении огурцы перемещают в производственный блок. Здесь больше места для роста и развития и дальнейшего ухода со стороны агрономов. В сутки растение вырастает на 7 сантиметров в высоту. В процессе роста за огурцами бережно ухаживают. Каждому подводится индивидуальная капельница с питательным раствором. Процесс подачи автоматизирован. Особенность производства в экологически чистом подходе к выращиванию без пестицидов. От вредителей огурцы защищают энтомофагами, полезными насекомыми. Не было вредителей насекомых на растениях, чтобы растения могли принести плоды на данной базе. В основном это делается для того, чтобы данное растение могло правильно питаться и чтобы данное растение в основном выдавало правильные плоды. Воду для полива выкачивают из артезианской скважины. С помощью системы обратного дренажа излишки воды фильтруют и вновь пускают на полив. В овощных теплицах, как в джунглях, ведь огурцы – это тропические растения, поэтому микроклимат для них соответствующий. Воздух здесь влажный и теплый. Чтобы создать тропический микроклимат, над растениями расположена система туманообразования. Из-за недостатка солнечного света там же находится освещение. Собирают урожай на 7-й день от начала созревания плода. Обычно собираем 3 сорта у нас. Первый сорт, второй сорт и МС мы тоже собираем отдельно. Ну вот так примерно вот берем и отсюда вот сантиметр оставляем вот это. Вот так вот и собираем. Плодоносит растение в течение 5 месяцев. Комплексный и продуманный подход позволяет получить высокий урожай и выйти в лидеры по поставкам. Тепличный комплекс Юг Агрохолдинг – это современное лицо агропромышленного комплекса региона. Предприятие не раз отмечалось различными наградами качества. В прошлом году холдинг стал лауреатом Всероссийского ежегодного профессионального конкурса «Лучшая организация России-2023». Но главной своей заслугой работники считают доверие покупателей. В предыдущем обороте мы получили один из самых высоких урожаев в России, поэтому огурцу в 5 мы точно входим по России. И это не первый год, у нас имеются многочисленные дипломы и качества, и отмеченные платиновыми и золотыми знаками Ассоциации теплиц России. Наша цель получить максимальный урожай внесезонный, когда на полях еще нет огурца. Значит, мы выращиваем огурец для того, чтобы жители нашей республики были обеспечены местными огурцами. В первую очередь мы обеспечиваем местный рынок, а потом география широкая: Краснодар, Ростов, Воронеж, Волгоград, Самара, Москва. Вот это средняя полоса России, до Санкт-Петербурга. После сбора урожая огурцы сразу увозят потребителям. В теплицах они не задерживаются. Спрос есть всегда. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Старинный замок, будто перенесенный из Средневековья, мог бы украсить какое-нибудь графство, однако он был возведен в Грозном. Его открытие после реконструкции привлекло внимание как местных жителей, так и туристов. И можно смело сказать, что он стал настоящим архитектурным шедевром столицы. Величественные стены и башни, изысканный декор и множество артефактов внутри создают атмосферу таинственности. Несмотря на следы времен лихолетия, он не потерял своего очарования. Ада Магомедова, замки, которые переносят в атмосферу времен рыцарей. Полуразрушенное после 2 военных кампаний здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института теперь стало модным местом притяжения молодежи и туристов. Тут есть на что посмотреть, ведь облик недавно отреставрированного старинного замка полностью сохранен, что позволяет насладиться уникальной атмосферой. В здании, построенном еще в 1920-х годах, были лаборатории, где проводились физико-химические исследования нефтепродуктов. Можно много чего увидеть, изучить. К примеру, вот это, вероятнее всего, был лифт, и если заглянуть внутрь, то можно увидеть его остатки и даже сохранившуюся структуру. Место быстро стало популярным. Уже в первые дни открытия его начали массово посещать гости и жители региона. Кто-то приходит для фотосессии на изумительном фоне, кто-то познакомиться с историей, а кому-то хочется насладиться атмосферой того времени. Ведь это одно из немногих сохранившихся сооружений в субъекте, которое напоминает события прошлого столетия. Сегодня мы с классом приехали на фотосессию в этот замечательный замок. Прежде всего, этот замок берет нас своей атмосферой. Очень было увлекательно, интересно.
благодарим за такую возможность. Объект был восстановлен по поручению главы субъекта в рамках реализации мастер-плана города Грозного при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи-Кадырова. Его прилегающая территория полностью благоустроена. Для гостей оборудована парковка на 100 мест. Вся работа по восстановлению и реконструкции замка продолжалась в течение года. Выполнены такие работы, как усиление стен, усиление плит перекрытий, демонтаж конструкции зданий, которые так или иначе потеряют свою несущую способность. Здание сочетает готическую стилистику и романскую архитектуру. На разных этажах размещены картины, напоминающие о прошлом и настоящем города. Есть и выставка традиционной чеченской утвари, различных орудий, макеты нефтяных сооружений, а также 2 гаража с 14 ретро-автомобилями, подаренными главой региона. Есть и прочные стеклянные полы, которые позволяют любоваться подвальными помещениями. Адам Магомедов, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных аккаунтах и в приложении Skype. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.